Кот – душа, двойник человека по представлениям тюркских народов. Жизненный эмбрион, даруемый свыше Богом, сгусток энергии, некое семя жизни, счастье, благодать и харизма. Тенгри при рождении человека дарует ему кот, а после смерти забирает его. В современном понимании кот для одних – это иметь детей, для других – жить богато или иметь власть. То есть то, что можно назвать наше, мое счастье, которое мы хотим получить от своего Всевышнего Бога. Чтобы у человека были удача и счастье, надо, чтобы его осенила эта благодать. Но когда с ним пребывает кот, нет препятствий, которые бы он не преодолел. Кот как можно и потерять при жизни, так и получить обратно. Если человек ведет плохой, разрушительный образ жизни, то кот покидает человека, и тогда он становится неудачливым, и вся жизнь его будет проблемой. В давние времена таких людей сторонились, обходили стороной и даже прогоняли с племени, так как боялись, что притянет он несчастье. Но кот можно было получить обратно. Если человек в битве покажет свое бесстрашие или своим положительным примером привлечет внимание аруаков, то Тенгри даровал кот обратно человеку. Казак номад не вымаливает себе удачу, он ее завоевывает своим бесстрашием в поединке с неизвестностью. Словом кот тюркские народы называют жизнь, счастье. Они говорят кому-либо: конь твой или одежда твоя, да послужит к счастью твоему, к жизни твоей котту болсын. То есть пожелание котту болсын дословно означает: да пребудет с тобой кот, да благословит тебя Тенгри. Также существует интересная легенда о половинках кот-а. По народным сказаниям, когда человек рождается, то Тенгри посылает на землю кот, но во время падения кот разламывается на две части, и каждая часть кот-а попадает двум разным людям. Поэтому в этой жизни нужно найти свою половинку, половину своего кот-а, своей удачи, и тогда в жизни будет счастье.